Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда в составе председательства судьи Дуркина, судьи Киселева, Ковалева, Пристаряк, Матвиенко, помощников судьи Черскова и Матвиенко с участием прокуроров отдела управления Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Золотовского, Хандогова, осужденных Ужакова, Барахоева, Мальсагова, Чемурзиева, Хавутиева, Нагиева, Савутиевой, защитников, адвокатов Куриева, Ужакова, Ахильгова, Точиева, Плотникова, Губакарова, Бекова, Зугаева, Сабинина, Думанишева, Урусовой, Оздоева, Федоренко, Саркисяна, Мичева, Атамаловой, Коваленко, Бурым, Яганова, защитником наряду с адвокатами Куриева, Барахоева, Мульцугова, Орлова, Хатажукова, Султыгова рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных Ужакова, Барахоева, Мальсагова, Чемурзиева, Хавутиева, Нагиева, Савутиевой, адвоката Ахильгова в защиту осужденных Барахоева, Чемурзиева, адвокатов Точиева, Плотникова, Урусова в защиту осужденного Барахоева, адвоката Губакарова в защиту осужденного Чемурзиева, адвокатов Бекова, Думанишева в защиту осужденного Мальсагова, адвокатов Ужакова, Куриева в защиту осужденного Ужакова, адвоката Думанишева в защиту осужденного Савутиева, адвоката Зугаева в защиту осужденной Савутиевой, адвоката Сабинина в защиту осужденного Нагиева, защитников наряду с адвокатами на приговор Кисловодского городского суда Ставропольского края 15 декабря 2021 года, по которым Ужаков Мальсак Мусаевич, родившийся 9 ноября 1952 года в городе Темиртау, Карагандинской области, по совокупности преступлений, предусмотренной частью 3 статьи 33, части 2 статьи 318, части 1 статьи 282 прим. УК России, путем частичного сложения назначенных за них основных наказаний и полного сложения дополнительных наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Барахоев Ахмед Османович, родившийся 19 апреля 1954 года в городе Щучинск, Читавской области, по совокупности преступления предусмотренной частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 318, части 1 статьи 282 прим. УК, путем частичного сложения назначенных за них основных наказаний и полного сложения дополнительных наказаний, окончательно назначено Барахоеву наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мальсагов Муса Асланович, родившийся 8 марта 1972 года в городе Назрань, Чечено-Ингушской ССР, по совокупности преступления предусмотренной частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 318, частью 1 статьи 282 прим. УК, путем частичного сложения назначенных за них основных наказаний и полного сложения дополнительных наказаний, окончательно назначено Мальсагову наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Чемурзиев Барах Ахметович, родившийся 17 мая 1969 года в городе Грозный, по совокупности преступлений предусмотренной частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 318, частью 2 статьи 282 прим. УК России, путем частичного сложения назначенных за них основных наказаний и полного сложения дополнительных наказаний, окончательно назначено Чемурзиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Хавутиев Багудин Адамович, родившийся 19 июля 1990 года в городе Владикавказ, Северо-Осетинская ССР, по совокупности преступления предусмотренной частью 3 статьи 33, части 2 статьи 318, части 2 статьи 282 прим. УК, путем частичного сложения назначенных за них основных наказаний и полного сложения дополнительных наказаний, окончательно назначено Хавутиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Нагиев Исмаил Махмудович, родившийся 3 октября 1991 года в городе Назрань, Чечено-Ингушской республики, по совокупности преступлений предусмотренной частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 318, частью 2 статьи 282 прим. УК, путем частичного сложения назначенных за них основных наказаний и полного сложения дополнительных наказаний, окончательно назначено Нагиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Савутиева Зарифа Мухарбековна, родившаяся 1 мая 1978 года в селе Энридан Малгобекского района Чечено-Ингушской ССР, по совокупности преступлений предусмотренной частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 318, частью 2 статьи 282 прим. УК,
Российской Федерации путем частичного сложения назначенных за них основных наказаний и полного сложения дополнительных наказаний, окончательно назначено Савутиевой наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заслушав доклад судьи Духина об обстоятельствах дела, доводах, апелляционных жалоб, возражения на них, выступления осужденных Ужакова, Барахоева, Чемурзиева, Мальсагова, Савутиева, Хаутиева, Нагдиева, адвокатов Куриева, Ужакова, Акильгова, Тачиева, Абубакарова, Бекова, Зугаева, Сабинина, Оздоева, Яганова, защитников наряду с адвокатами Куриева, Барахоева, Муцольдова, Хатажукова, поддержавших доводы апелляционных жалоб, осужденных и защитников, мнение прокурора Золотовского, полагавшего необходимый приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Руководство статьями 389 со значком 13, 389 со значком 20, 389-28 УПК Российской Федерации судебная коллегия определила. Приговор Кисловодского городского суда Ставропольского края 15 декабря 2021 года в отношении Ужакова, Барахоева, Мальсагова, Чемурзиева, Хаутиева, Нагдиева, Савутиева изменить. Указать в результативной части приговора после ограничений, установленных в отношении каждого осужденного Ужакова, Барахоева, Мальсагова, Чемурзиева, Хаутиева, Нагдиева, Савутиева, что соответствующие ограничения действуют в пределах того муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы. Изменить в вводных результативных частях приговора имя осужденного Ужакова, указав Ужаков Мальсак Мусаевич, в вводной части приговора указать место его регистрации и проживания Республика Ингушетия. В остальном приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном главой 47 прим. УПК Российской Федерации в судебную коллегию по уголовным делам 5-го кассационного суда общей юрисдикции через Кисловодский городской суд Ставропольского края в течение 6 месяцев со дня его вынесения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии апелляционного определения. В случае кассационного обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Кроме того, суд доводит до сведения сторон, что составление мотивированного решения суда откладывается на срок на 5 суток со дня окончательного разбирательства уголовного дела. Апелляционное определение в течение 7 суток со дня вынесения в окончательной форме направляется вместе с уголовным делом для вынесения в суд, постановивший приговор. Судебное заседание окончено. До свидания.